пожалуйста, ни для кого не секрет, что наш восточный сосед, Россия, оказывает свое не самое последнее влияние, и многие белорусы считают, что вот нам без России никак, потому что влияние России, это вот относится к влиянию России как к какой-то неизбежности. Может быть, вот этот момент деморализует людей, и они боятся на более смелые шаги. Что вы думаете по этому поводу? И есть ли на самом деле вот такая большая опасность со стороны России? Потому что одно дело избавиться от своей диктатуры, но где гарантия, что мы тут же не окажемся в другом таком же полицейском государстве с такой же диктатурой? Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что историческая судьба белорусской нации на данном этапе очень тяжелая, я очень сочувствую. Потому что, вот неверный выбор, так сказать, тактики на прошлом этапе приводит к вот таким вот потерям, и придется еще более тяжелым путем идти. Я думаю, что, понятно, что при возникновении каких-то революционных событий, каких-то потрясений в Беларуси, не как в прошлом году, а настоящих революционных событий, вот, конечно, вторжение России, активнейшее вмешательство России неизбежно. Странно получилось, что с этим обошлось в Украине, что, так сказать, они там, я помню, все эти ток-шоу на телевидении в 2014 году, во время Майдана, они занимались только одним, они всячески как могли наускивали Януковича, чтобы он двинул танки на Майдан, чтобы он попросил Россию, он в конце концов попросил Россию, только поздно, опоздал немножко. Вот. Я так понимаю, что это было счастье просто украинского народа, что он обошелся без российских танков немедленно, в тот же момент. Белорусы не должны рассчитывать, что они тоже обойдутся. Просчитывать надо худшие варианты заранее, наиболее тяжелые, чтобы не попадать в просак. Вот. Я думаю, что да, вторжение России, попытка ее, так сказать, захватить Беларусь, конечно, неизбежны. Они ни в коем случае, не надо думать, что они смирятся. Они не смирятся с тем, что они после Украины они должны потерять еще и Беларусь. Они считают это своей, так сказать, территорией, своей зоной своего влияния, имперских геополитических интересов и так далее, и так далее. Поэтому надо к этому готовиться заранее. Никаких иллюзий быть не должно. Россия – это враг, так же, как для Украины, так и для Беларуси. Россия – это наиболее злобный и опасный враг, злейший враг свободы что украинского, что белорусского народа. Я так понимаю, что если, борьба со своей полицией, со своим режимом неизбежно должна будет перерасти в борьбу с российским империалистическим государством, потому что Лукашенко обратится за помощью, или Путин даже ожидать не будет, что он обратится, Путин сам может начать вторжение. И тогда, естественным образом, партизанская война белорусов со своей полицией перерастет в национально-освободительную борьбу белорусского народа против российских захватчиков. Вот так это, видимо, будет выглядеть. Как бы мне эта картина вырисовывается вот таким образом. То есть вторжение наибольшего зла. По крайней мере, не надо думать, что они не посмеют. Они, скорее всего, посмеют. Надо готовиться к худшему, к самому тяжелому. Вот. И тогда это действительно перерастет в национально-освободительную борьбу. Национально-освободительная борьба – это борьба белорусского народа за свою независимость, за свое собственное национальное государство, которое не управляется откуда-то извне, не является колонией какой-то соседней империи, которая действительно независима и ни в какие зоны геополитического влияния не входит, которая свою судьбу определяет само. Вот и все. Это святыня, так сказать, для любого народа, собственное национальное государство, собственная независимость, которая позволяет нации быть нацией. Это единственный небольшой клочок территории на поверхности всего земного шара, где белорусы могут чувствовать себя дома и быть белорусами, где они имеют полное право развивать свою культуру, свой язык и все остальное. В общем, вот таким образом, то есть, да, российское вторжение неизбежно, и я думаю, что национальная освободительная борьба, знамя национальной освободительной борьбы надо поднимать уже сейчас. Идиотские, все эти, инфантильные, совершенно идиотские настроения о том, что Россия это, нормально, что там хорошо, что там такой замечательный президент, что мы без России не сможем прожить, что надо убрать только Лукашенко, а остальное все как придется, что Россия это, ничего особенного. С этим надо покончить. Вот с этими настроениями надо
надо бороться по максимуму. Нужна необходимая, так сказать, промывка мозгов, грубо говоря, белорусскому народу, чтобы все эти пагубные иллюзии были убраны, уничтожены, чтобы белорусы готовились отстаивать свое государство не столько против полицейских карателей Лукашенко, сколько против карателей Путина и захватчиков Путина. Пока мы не отдалились от этой темы, от темы национально-освободительного движения, у меня такой вопрос. Языковой вопрос. Какую роль играет в этой истории? И с вашей точки зрения, насколько это важно вообще в принципе для народа? Спасибо. Языковой вопрос играет громадную роль, имеет первостепенное значение. Вот. К сожалению, Беларусь была очень сильно русифицирована и денационализирована еще в советское время и в лукашенковские 27 лет. И вот только сейчас я так слышал, в прессе попадалась информация, что только последние годы среди белорусской интеллигенции началось какое-то, так сказать, оживление интереса к белорусскому языку, что начали книги выходить, что началось какое-то обучение, какой-то, так сказать, какой-то хотя бы относительный, хотя бы небольшой подъем в этой области. Я думаю, что язык имеет первостепенное значение. Собственно говоря, язык – это то, что делает нацию нацией. Без языка нации не существует. По Украине и украинскому народу это видно очень хорошо. Недаром националисты так держатся за язык, недаром здесь так пробивали закон о государственном языке. И сейчас команда Зеленского и вот эти так называемые депутаты от «Слуги народа», они здесь, ну даже и не только от «Слуги народа», в том числе и от ОПЗЖ, вот эти пророссийские так называемые оппозиционеры, они здесь регулярно атакуют закон на языке, они всячески пытаются его, так сказать, выхолостить, всячески внести в него какие-то изменения, которые бы сводили его на нет постепенно. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Здесь за это в Украине, за это жесточайшая борьба идет. Здесь народ ни в коем случае не готов это отдать, потому что отдать язык значит отдать независимость, отдать самостоятельное государство, самостийность, как говорят украинцы. То же самое еще в большей степени относится к белорусам, потому что украинский язык все-таки больше сохранился, занимает более значительные позиции в Украине, чем белорусский. В Беларуси язык надо полностью поддерживать. Естественно, что единственным государственным языком Беларуси должен быть белорусский язык. Он должен быть восстановлен, как это было в середине 90-х, до так называемых референдумов Лукашенко, когда был введен русский, когда была ликвидирована символика и прочее, прочее. Все это должно быть восстановлено. На русском никто не запрещает общаться на русском языке. Пожалуйста, здесь тоже все общаются на русском. Я сам с украинцами разговариваю на русском. Никто не против, все меня прекрасно понимают. Вот. Но государственным языком должен быть белорусский, потому что это, в общем-то, основа государственности. Если Беларусь русскоязычная, если она русифицирована, то тогда для чего она нужна? Тогда для чего нужны два русских государства, разделенные границей? Тогда какой смысл вообще в белорусской независимости? Это логически вытекает из, так сказать, вот этой русификации, стирания границ языковых, культурных. И отдельное еще одно русскоязычное государство не имеет никакого смысла. Тогда, конечно, ему логичнее присоединиться к империи. Чтобы этого не допустить, язык надо поддерживать, всячески отстаивать. Единственный государственный язык должен быть белорусский.